«Не приведи Бог видеть русский бунт бессмысленный и беспощадный». Так писал Александр Сергеевич Пушкин о событиях времен восстания Емельяна Пугачева. «Капитанскую дочку» – произведение, жанр которого традиционно определяют как повесть, Пушкин написал в 1836 году. Он якобы просто взял и опубликовал рукопись уже постаревшего Петра Андреевича Гринева, который вспоминает события своей молодости. Пушкин уже в конце повести говорит нам о том, что рукопись Гринева ему якобы доставил сам внук, потомок Петра Андреевича. Повествование ведется от первого лица. Главный герой Петр Андреевич Гринев, в семье его называют Петруша. Он родился в симбирской деревне, его отец отставной офицер, мать дочь бедного дворянина. Петруша один из 9 детей и единственный выживший. С 5-летнего возраста его воспитанием занимается слуга Савельич, а когда Петру исполнилось 12 лет, отец решил выписать для него француза. Месье Бопре вовсе не был учителем у себя на родине, он работал парикмахером, а в Пруссии был солдатом. Поэтому Петрушу он ничему так и не научил, а вместо этого выучился сам у Петра кое-как болтать по-русски, пристрастился к алкоголю и начал ухлёстывать за каждой юбкой. И вот когда 2 крестьянки пришли к отцу Петруши с жалобой на месье Бопре, на то, что француз не дает им проходу, горе-наставник был выставлен за дверь. Таким образом, на этом и закончилось фактически образование Петра Андреевича Гринева. Когда ему исполняется 16 лет, отец решает, что пора бы отправить сына на службу. Надо сказать, что все дворянские дети в XVIII веке уже с младенчества были приписаны к какому-либо полку. Так было и в случае с Петрушей. Он должен был отправиться служить в Семеновский полк в Петербург. Поэтому Петр Гринев, когда услышал, что отец намеревается его отправить на службу, в некотором роде даже обрадовался, что уедет подальше от опеки своего отца и матери и будет вести относительно беззаботную жизнь молодого офицера. Но не тут-то было. Отец сообщил, что Петра он отправляет служить в Оренбург. Мать сплакнула. Петрушу вместе с его верным слугой Савельичем снарядили, собрали в путь, усадили в кибитку, и они отправились к месту службы. Уже к вечеру их кибитка прибыла в Симбирск. Там они остановились на ночлег, и уже на утро Савельич отправился в город прикупить кое-каких нужных вещей. Петр был предоставлен сам себе и не нашел никакого более удачного и лучшего решения, как сходить в трактир и каким-то образом убить там время. В трактире он познакомился с молодым офицером, красивым, 35 лет от роду, с длинными черными усами, звали его Иван Иванович Зурин. И вот Зурин взялся учить Петра играть в бильярд, сказав, что для нашего брата служивого это совершенно необходимо. Наивный Петруша не стал сопротивляться, он прилежно учился всем приемчикам, о которых рассказывал ему Зурин, и в конце концов, Зурин предложил Петру, почему бы нам не сыграть на деньги. Петр и тут не стал противиться, и так они играли, попивая пунш, весело проводили время, пока Зурин не сообщил Петру, что тот должен ему 100 рублей. Наутро Петруша проснулся с больной головой, смутно припоминая события минувшего вечера. А тут Савельич выговаривает ему за неподобающее поведение, что такое, ни отец, ни мать вроде пьяницами не были, и в кого ты такой. Так отчитывал его Савельич, пока не пришел мальчик от Зурина с письмом. А в письме, конечно же, упоминание о долге, пора возвращать 100 рублей. Деваться некуда, Петр, стараясь казаться хозяином положения, обращается к своему слуге, поскольку слуга заведовал его вещами и деньгами. «Давай, — говорит, — 100 рублей, отдать долг нужно». Савельич, конечно же, возмущается, не хочет отдавать Петруше такие большие деньги. Но Петр Гринев стоит на своем. «Я, — говорит, — твой господин, ты мой слуга, давай деньги». Деваться некуда, Савельич отдал ему 100 рублей, а Петр Гринев рассчитался с долгом, и отправились они дальше
Едут Петр Гринев и его слуга Савельич в кибитке, оба без настроения, молчат. Петр, чувствуя за собой вину, говорит: «Прости меня, Савельич, виноват, мол, я проигрался, вел себя неподобающим образом». А Савельич ему отвечает: «Да, я и сам виноват, не надо было тебя одного надолго оставлять». Так они ехали, кругом степь, снега. Ямщик и говорит: «Может быть, барин прикажет воротиться, чую, буря надвигается». Однако Петр Гринев посчитал, что ветер не такой уж и сильный, и сказал продолжать ехать дальше. Они все-таки попали в метели, кибитка стала, дороги замело, куда ехать непонятно. Тут они увидели, что вдали что-то чернеется. Приблизившись, обнаружили, что это человек. Они спросили у встречного: может быть, он знает, где тут ближайший ночлег, как доехать до какого-нибудь постоялого двора. Встречный сказал, что да, он хорошо ориентируется в здешних местах и готов их проводить. Вожатый сел к ямщику и приказал сворачивать вправо, и дальше показывал дорогу. Кибитка тронулась, и потихоньку сквозь снега они пробирались. Под мерное покачивание кибитки Петр уснул, и приснился ему странный сон, который впоследствии сам он назовет вещим сном. Хотя добавит: «Я в такие штуки вроде как и не верю». Так вот, снится ему, что подъезжает их кибитка к воротам отцовского дома. И тут Петр думает: сейчас отец будет гневаться, что ж он вернулся, он же его на службу отправил. Но к Петру Гриневу выходит мать и говорит: «Отец твой очень плохо себя чувствует, он при смерти, заходи в дом, подойди-ка к нему, прими его благословение». Петр послушно проходит в дом, подходит к постели больного, и тут видит, что вовсе не отец лежит в постели, а какой-то странный бородатый мужик. И мужик этот и говорит Петру: «Подойди ко мне под мое благословение». Но Петр сопротивляется, говорит: «Не пойду, да не отец ты мне». А матушка говорит: «Не отец, но посаженный отец». Однако Петр не хочет подходить к постели больного. Этот мужик с бородой вскакивает, выхватывает из-за спины топор, машет им в разные стороны. И Петр видит, что комната наполняется мертвыми телами, кругом лужи крови. На этом сон обрывается, Петр Гринев просыпается и видит, что их кибитка приехала к постоялому двору. Там они останавливаются на ночлег, и на следующее утро расплачиваются с хозяином постоялого двора, а Петр Гринев своему вожатому пожаловал с барского плеча заячий тулуп, хоть и сопротивлялся сильно его слуга Савельич. Надо сказать и обратить внимание на важную деталь: только приехав к постоялому двору, Петр обращает внимание на внешность своего провожатого. Он был человеком лет 40, худощавым, широкоплечим, с проседью в черной бороде и плутоватым выражением лица. Гринев вместе со своим слугой отправляются дальше, и наконец-то они приезжают к Оренбургу, там встречаются с губернатором, и губернатор отправляет Гринева на службу в Белогорскую крепость. После того, как Гринев вместе с Савельичем приезжает в крепость, одной из первых, кто их встречает, становится капитанша, жена капитана Миронова, Василиса Егоровна. И она прямо с порога начинает утешать Гринева, говоря: «Ну ничего страшного, не печалься, что тебя сослали в наше захолустье, стерпится, слюбится. Вон Швабрин Алексей Иванович, его тоже отправили к нам 5 лет назад уже за смертоубийство. Так мы впервые заочно знакомимся со Швабриным и узнаем, что он был сослан на службу в Белогорскую крепость из-за того, что в результате поединка кого-то убил». Вскоре Петр Гринев и сам знакомится со Швабриным, и первое его впечатление на вид: этот молодой человек не очень симпатичный, но тем не менее он показался Гриневу достаточно умным и острым на язык. Швабрин сходу рассказывает Гриневу о семье капитана, но как-то больше его оценка негативная. Он высмеивает, можно сказать, и капитана, и капитаншу, да и их дочку, называя Машу глупой и недалекой.
Буквально сразу же по приезде Петр Гринев получает приглашение от семьи капитана вместе отобедать на семейный обед. За обеденным столом Петр Гринев впервые знакомится с капитанской дочкой Машей, видит круглолицую русоволосую девушку, но поскольку его мнение заранее было сформировано с Швабриным, он думает, что эта молчаливая девушка, наверное, действительно не очень-то умна. Узнает Гринев также, что семья капитана не богатая, в услужении они имеют всего одну душу, девку Палашку, а поэтому Маша является, по сути, бесприданницей и незавидной невестой. Петр Гринев, какое-то время пожив и послужив в Белогорской крепости, понимает, что ему, в общем-то, там даже нравится. В семье капитана его принимают как родного, и капитан Миронов, и его жена относятся к нему как к своему сыну. Да и служба не тяжелая, и, в общем-то, совсем не напряжная, ни тебе караулов, ни смотров, ни учений. Все свободное время, а его у Петра Гринева оказывается много, он тратит на чтение литературы и на сочинительство стихов. И вот однажды он сочиняет любовную песенку главной героини, которой является некая Маша. Он хочет показать, похвастаться своим творением кому-то, ну а кому принести свое сочинение, как не Швабрину. Он приносит Швабрину, ожидает, наверное, лестного отзыва, но не тут-то было. Швабрин безжалостно распекает песенку, да еще и издевательски говорит: а что же ты за Маша такая, уж не наша ли Марья Ивановна? Слово за слово между Гриневым и Швабриным разгорается настоящий конфликт. Они решают драться на дуэли. Петр Гринев бежит искать секундантов, и вскоре о готовящемся поединке узнают все, но как будто бы как-то удается примирить враждующие стороны, и на какое-то время создается впечатление, что Гринев и Швабрин помирились, и никакого поединка не будет. В это время затишья Гриневу удается поговорить с Машей по душам, хотя, в общем-то, он уже и так совсем поменял свое отношение к девушке, он часто с ней общается, она уже раскрылась перед ними, он видит, что вполне она умная и приятная девушка. Так вот, в одной из таких личных бесед Маша и поделилась с Гриневым, что она на самом деле недолюбливает Швабрина, и вообще в прошлом году он к ней сватался и хотел, чтобы она вышла за него замуж, но девушка отказала. Швабрин предлагает Гриневу драться на шпагах без секундантов. Гринев соглашается, они дерутся, и тут выясняется, к слову, что все-таки чему-то француз мосье Бопре все-таки научил своего воспитанника. У Гринева получается достаточно хорошо давать отпор своему противнику, он фактически загоняет Швабрина в реку, пока не слышит оклик Савельича. Здесь он отвлекается, и Гринев получает ранение от Швабрина. Очнулся Петр Гринев уже в доме коменданта. Он видит подле себя своего верного слугу, а также понимает, что все это время за него переживала и приходила навещать его Маша. Он признается девушке в пламенной любви, предлагает ей выйти за него замуж. Но здесь Маша спускает его с небес на землю и говорит: ну подумай сам, согласится ли на это твой отец. Петр, конечно, понимает, что отец вряд ли даст согласие, но он все-таки решает написать ему письмо и не теряет надежды в письме уговорить отца дать свое родительское согласие на их брак с Машей. Пока Петр Андреевич ждет ответа от своего отца, к нему приходит Швабрин и просит простить его, не помнить зла и примириться. Гринев соглашается, и наконец приходит ответ от его отца, в котором, конечно же, нет ничего обнадеживающего для Гринева. Петру становится ясно, что отец откуда-то узнал о поединке. Отец пишет, что все это возмутительно, и он намерен просить губернатора отослать Петра куда-нибудь подальше от Белогорской крепости. Поначалу Гринев подозревает, что, может быть, это Савельич рассказал все отцу, но вскоре он понимает, что Савельич
Савельичу не было никакой выгоды докладывать отцу о поединке, все-таки это и по его недосмотру все случилось. Поэтому совершенно очевидным становится, что, скорее всего, каким-то образом о дуэли отцу Гриневу сообщил именно Швабрин. Несколько слов о положении, в котором находилась Оренбургская губерния в конце 1773 года. Там было неспокойно. То и дело, тут и там вспыхивали восстания. Многие народности, которые населяли эту территорию, формально как будто бы признавали власть российских государей, но тем не менее то и дело вспыхивали бунты. Когда Петр Гринев приезжает на службу в Белогорскую крепость, все кажется относительно спокойным. И какое-то время это затишье сохраняется, пока в октябре 1773 года капитан Миронов не получает письмо. А в письме сообщается, что донской казак и раскольник Емельян Пугачев, который выдает себя за покойного императора Петра III, вновь собрал бунтовщиков и готовит восстание. Он уже разгромил несколько близлежащих крепостей, и совершенно ясно, что вскоре бунтовщики придут в Белогорскую крепость. Необходимо готовиться к нападению, и на совете, который собирает капитан Миронов, было решено отправить хотя бы куда-нибудь подальше женщин из крепости. Решено, что Маша поедет к своей крестной в Оренбург. Жена капитана отказывается куда-либо уезжать и говорит своему мужу: вместе жили, вместе и умрем. Но Маша никуда не успевает уехать. Белогорская крепость оказывается осажденной, врываются казаки. Петр Гринев становится свидетелем того, как ранят капитана Миронова. Он хочет броситься ему на помощь, но не успевает, его хватают и тянут на площадь, а на площади сидит Емельян Пугачев, самозванец, в ожидании, что все местные придут к нему отдавать свою присягу и признают в нем, единственно в нем, властителя. Петр Гринев не собирается изменять своему долгу, конечно же, он не думает давать присягу, и он смиренно, можно сказать, уже наблюдает за тем, что происходит. Он видит, как подводят к виселице капитана Миронова, который тоже не соглашается дать присягу. Он видит, как гибнет капитан, и готовится, что совсем скоро и ему на шею повесят петлю. Но тут он слышит голос, знакомый голос. Это его верный слуга Савельич бросается в ноги к Пугачеву с просьбой помиловать его барина, пощадить. Как ни странно, Пугачев прислушивается. Гринева приказывают отпустить. Гринев подходит к Пугачеву, Пугачев протягивает ему руку, велит целовать, но Гринев не двигается с места и молчит. На это Пугачев с усмешкой отвечает: знать, растерялся от такого счастья. А далее на площади продолжаются ужасы, продолжаются казни. Гринев, чудом спасенный, видит, как на крыльцо выводят Василису Егоровну. Та, увидев в петле своего мужа, начинает гласить, и тут какой-то казак ударяет ее по голове, и она скатывается по ступеням мертвая. Уже позднее, когда площадь опустела, Савельич спрашивает у Гринева: неужто ты не признал в Пугачеве того самого вожатого, которому ты так щедро пожаловал со своего плеча заячий тулуп? И только тут Гринев понимает истинную причину своего чудесного спасения. Гринева, конечно же, беспокоит судьба Маши. Он бежит в дом капитана, забегает в комнату Маши, но никого там не находит. И вдруг из-за шкафа выглядывает Палашка, и она сообщает Петру, что Маша находится в относительной безопасности в доме попадьи. Девушка действительно какое-то время проводит там, больная, в горячке. Петр тем временем был призван Пугачевым, он явился к нему.
Пугачев и говорит Гриневу: ты должен быть благодарен своему слуге. Я узнал его, когда он бросился к моим ногам. Гринев искренне признается Пугачеву, что не может признать в нем своего государя, поскольку он уже давал присягу и останется верным своему слову. Но посуди сам, говорит он, даже если бы я и сказал, что да, признаю в твоем лице своего государя, ведь ты бы сразу понял, что я лукавлю, ведь ты же человек умный. На Пугачева производит впечатление такой искренний разговор, и он отпускает Гринева на все четыре стороны, говоря, однако, когда приедешь в Оренбург, обязательно скажи губернатору, пусть готовится, мы скоро будем. Гринев отправился в Оренбург, там он встретился с губернатором, который собрал военный совет. Ну как военный, его так можно было назвать условно, поскольку на этом совете были в основном чиновники. И не пришли они к такому выводу, которого, наверное, ждал Петр Гринев, а решили эти чиновники на совете, что они будут выжидать, просто выжидать. Петр Гринев вынужден был подчиниться, он был скован бездействием и вынужден был просто ждать, в то время как Пугачев остался верен своему слову, и вскоре бунтовщики подошли к Оренбургу. Город оказался осажденным, и его населению долгое время приходилось несладко. Гринев мучился от бездействия, периодически он совершал вылазки из крепости, и вот однажды во время одной из таких вылазок он встретил урядника из Белогорской крепости. Как оказалось, этого урядника послала Маша с письмом в надежде, что тот увидит Гринева. В письме она рассказывала, что Швабрина, который присягнул на верность Пугачеву, тот назначил новым руководителем крепости, и теперь Швабрин фактически держит ее в заложниках и принуждает выйти за него замуж. На раздумье Швабрин дал Маше всего 3 дня. Петр Гринев собрался ехать в Белогорскую крепость в одиночку. Конечно же, слуга его, верный Савельич, его не покинул. Гринев с Савельичем выехали, и недалеко они отъехали от Оренбурга, как на них напала шайка разбойников. И снова Гринев предстал перед Пугачевым. Гринев решил воспользоваться ситуацией и говорит Пугачеву: а знаешь ли ты, что там в Белогорской крепости твой подчиненный издевается над бедной сироткой? Пугачев спрашивает: что такое, какой подчиненный, над какой сироткой он издевается? Да вот Швабрин твой принуждает бедную сироту выйти силой за него замуж. Тут Пугачев возмутился и вызвался помочь Гриневу. Таким образом, вместе в одной кибитке Пугачев с Гриневым отправились в Белогорскую крепость. Подъезжают, на крыльце их встречает в казацком кафтане Швабрин. Пугачев и спрашивает у Швабрина: ну, расскажи, как тут у тебя дела обстоят, как ты тут управляешься. Швабрин ему докладывает, что да как. И тогда Пугачев спрашивает: ну, а расскажи-ка, что за девушку ты там у себя держишь? Тут Швабрин опешил, но делать нечего, повинуясь приказу, он повел Пугачева и Гринева в светлицу, а там на полу в разодранной крестьянской одежде Маша. Маша сразу же догадалась, что перед ней убийца ее отца, и потеряла сознание. А Швабрин смекнул, что наверняка Гринев не все рассказал Пугачеву, и говорит: а знаешь ли ты, кто эта девушка? Это же дочь капитана Миронова. Пугачев, в свою очередь, удивленно смотрит на Гринева, на что Петр говорит: ну да, это дочь капитана Миронова, но посуди сам, как же я мог тебе рассказать всю правду, да при твоих-то людях, они ведь ее бы разодрали. Пугачев усмехнулся и сказал: да, верно ты говоришь, мои люди, они такие. И Пугачев снова отпустил на все 4 стороны Гринева, на этот раз вместе с Машей. Петр решает вести Машу в дом к своему отцу, справедливо полагая, что уже после всего случившегося гнев отца сменится на милость, и они с радостью примут бедную сироту, капитанскую дочку. И здесь уже видна симпатия Гринева к Пугачеву. Он думает над тем, что и хотелось бы ему спасти душу этого самозванца, пока еще не совсем поздно.
Некоторое время путешествие Петра и Маши продолжается достаточно успешно, но вот на одной из остановок их кибитку окружает толпа гусар, среди которых Петр узнает своего знакомого Ивана Ивановича Зурина. Зурин уговаривает Петра остаться и вместе вступить в бой против бунтовщиков. И Петр понимает, что так поступить было бы правильно, поэтому он отправляет Машу в сопровождении своего слуги Савельича в родительский дом. Сам Петр Гринев остается и вступает в бой против Пугачева в составе отряда. Некоторое время ведутся бои, Пугачев дает отпор. Пугачев собирает новые шайки, разоряет сибирские крепости, люди страдают, помещики вынуждены укрываться по лесам. Так продолжается какое-то время, пока в конце концов Пугачев не оказывается пойман. Война окончена, Петр Гринев в предвкушении, что сейчас вот он отправится уже в родительский дом, увидит Машу, они поженятся и все наконец будет хорошо. Но тут выходит указ арестовать Петра Гринева и отправить в следственную комиссию, учрежденную по делу Пугачева. В Казани Гринева стали допрашивать, почему его единственного пощадил Пугачев, что за дружба их связывает. Гринев отвечал все как есть, но ему не особо верили. Тогда для Гринева устроили очную ставку со Швабриным, и Швабрин сообщил, что Гринев якобы являлся шпионом Пугачева. В общем, Гринева осудили, но императрица решила помиловать Гринева и отправить его на вечное поселение в Сибирь. Надо сказать, что родители Гринева верили, что их сына обязательно оправдают, что это какое-то недоразумение, поэтому сообщение о том, что Петр все-таки признан виновным, их немного ошеломило. Маша же, в свою очередь, поняла, почему так получилось. Она заподозрила, что наверняка Петр Гринев не совсем полностью рассказал, как на самом деле обстояло все, и наверняка умолчал о ее роли Маши во всем этом деле. Поэтому Маша решает, что ей необходимо ехать в Петербург и встретиться там с императрицей, и уже ей рассказать все, как оно было, и попросить милости у императрицы. Вместе с девушкой, конечно же, отправляется Савельич, девушка приезжает в Петербург, и однажды поутру, гуляя по парку, она встречается с какой-то загадочной дамой. С этой дамой у них завязывается разговор, и Маша почему-то искренне ей рассказывает, зачем она приехала, кто она такая, что она дочь капитана Миронова и приехала в надежде добиться милости от государни, чтобы та выслушала ее и поняла, что ее жениха Петра Гринева необходимо оправдать. Эта незнакомка внимательно выслушала Машу и сказала, что она часто бывает при дворе, и поэтому она готова передать какое-то письмо императрице, и Маша может быть уверена, что вскоре она будет приглашена во дворец. Так и случилось, Машу пригласили во дворец, и там она поняла, что в парке она общалась с самой императрицей. Петр Андреевич Гринев был освобожден в конце 1774 года, он даже присутствовал на казни Емельяна Пугачева, самозванец узнал Петра в толпе и даже кивнул ему головой. Петр Гринев и Маша Миронова поженились и жили счастливо.